прославляйте Бога, имя Его дает. О, аллилуйя. Там, где Господь сердцем хранит свое слово, Бог дает. Там, где Господь сердцем хранит свое слово, Бог дает. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его дает. О, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его дает. О, аллилуйя. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Эту святую мшу спrawuję za pamiętną Dmitrowicz Taisiu, prosić dla jej radości życia wiecznego w Włodarstwie Niebiesnym. Сегодня в Божьем Слове почуем, что Иисус Христос трошки порушает нашу свободу, але для нашого добра хоче увести учовень нашого життя, як вошел учовень Святого Петра. Не как забурить целый программ життєвий, але как дать новый сенс життя, дать новое покликання. Уже не рыбы будешь ловить, але людей у такий сам способ. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти в эту наисвятейшую охвяну. Споведаюся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушибком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, для Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Богу, а на землі супокою земного.
excelsis Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki beresz na sobie greki światu, zmiłuj się nad nami. Jaki beresz na sobie greki światu, przyjmij моление nasze, jaki siedzisz praworuszańca, zmiłuj się nad nami. Bo только Ty święty, только Ty nasz Pan, только Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwali Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Молимся. Dobry Boża, dobry Ojcze, chowaj zawсёды сям'ю Твоих верных, отуляй нас Твоя века, ибо всю надею мы складаем на небесную ласку, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Amen. Вось я пошли на меня. Читание книги пророка Исаии. В год смерти короля Озии я бачил пана, який сидел на высоким и вознесенном троне, а концы ягоной шаты наполняли святыми. Серафимы стояли над ним, кожный из них имел по 6 крылов. Яны ускликали один до одного, кажучи: «Святы, святы, святы, Пан Могутней! Уся земля полная хвалы Его». И захисталися вушаки дзвярэй ад гэтага голосу, і дом напоўніўся дымом. І сказаў я: «Гора мне, бо я загінуў, таму што я чалавек з нячыстымі вуснамі, і жыву я сярод людзей з нячыстымі вуснамі, а вочы мае бачылі валадара, Пана Магутнего». Тады падляцеў да мяне адзін з серафімаў, і ў руцэ яго быў распалены вуголь, які ён клешчамі ўзяў з ахвярніка. И он докрануўся им до устнаў моих и сказал: «Вось докрануўся гэта до устнаў твоих, и прибрано беззаконие твое от тебе, и откупленный грех твой». Тогда я почуў голос Пана, які сказал: «Кого мне послать? Кто пойдет дзеля нас?» И сказал я: «Вось я, пошли меня». Это Слово Божие. Перед анёлами спеваю Тебе, Пане. Перед анёлами спеваю Тебе, Пане. Славлю Тебе усі
хотели почуть словы Твоих устных, и будут шляхи Пана отдавать, бо великая слава Пана. И радовались, страхою Тебе, Пане, Твоя правиця ратує мене, Пан все зробить за мене. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справ рук Твоих не покидай. И радовались, страхою Тебе, Пане. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Нагадую вам, брати, Євангеліє, яке я обіщав вам, і яке ви прийняли, і яким триваєте, через яке так само збавитеся, коли твердо сховаєте то слово, що я обвестил вам, коли тільки недарма поверили. Бо спочатку я передав вам то, що і сам прийняв, що Христос помер за наші грехи поводле Писания, что Он был похован и воскрес на третий день поводле Писания, и что з'явився Кифе, а потом 12, після з'явився більше, чим 500 братам одночасово, більшість з яких живе догетуль, а некоторые спочили. Потім з'явився Якубу, потім усім апостолам, пізніше за усіх з'явився і мені, як недоношеному плоду. Бо я найменший з апостолів, и не варто называться апостолом, покольки переследовал Костел Божий. Але з ласки Божией я стал тем, чем есть. И ласка ягоная, даденная мне, не была даремною. Наоборот, я працевал больше за всех их, да и не я, а ласка Божия, что со мною. Тому тияны, мы так проповедуем, а вы так поверили. Это Слово Божие. Идите за мной, каже Пан, и я зроблю вас ловцами людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час натовп тиснувся до Єзуса, щоб слухати Слово Божие, а Ён стояв каля озера Генезарет. І убачив Ён два човни, які стояли каля озера, а рибаки вийшли з їх і поласкали сітки. Увайшов у один з човнів, який належав Симону, попросив його криху відплисти від берега. Тоді сів і вчив людей з човна. А коли скончив говорити, сказав Симону: «Пливи на глибину, а ви закиньте сітки ваші для улову». Симон каже йому в отказ: «Наставник, ми працювали всю ніч і нічого не зловили, але на Твоє слово закину сітки». Зробивши так, яны зловили великое множество рыбы, аж починали рваться ихние сетки и кивали супольникам, які были у другим човне, как пришли допомогти им. Тыя пришли и наполнили обидва човны так, что яны почали тонуть. Коли гэта убачив Симон Петр, припав до коленяў Єзуса и сказал: «Адыдзі ад мяне, Пане, бо я чоловік грешний». Бо за улову рыбы, якую зловили, великое здзіўленне охопило его и всех, кто был с ним, а так само Якуба и Яна, сынов Забыдея, якія были супольниками Симона. Тады сказал Иисус Симону: «Не бойся, адгэтуль будешь ловить людей». А коли вытягнули човны на берег, покинули все и пошли за им. Гэта слова Пана.
ночной змене, праца цяжкая была, вельмі цяжкая, бо цэлую ноч працаваў, нічога не зрабіў, так змагаўся. Чалавек, калі нічога не зробіць, то ён трошкі занервованы, хтось там, напрыклад, калісьці за даўніх часоў расказваў адзін мой знаёмы святар сеў, ну і, конечно, у камп'ютары трэба было сіграць новыя там кастароўнікі, так званыя, новыя праграмы якісь, каб гэты камп'ютар больш удасканаліць. Цэлую ноч пробаваў, сцягваў, пробаваў, інсталяваў, але не ўдалося. Ну і з раніцы не выспаны, трэба было ісці такім на працу, змучаным, нервовым, а тут яшчэ ўдабавак. Жонка устала і запытала, як удалося. Ну, сказаў, не, она говорит, я тебе говорила, что не удастся, иди спать. Трэба было ісці спать. Трэба было паслухаць тое самае тут, як у сённяшняй Евангеліі, дакладна тое самае чуем, што Пётр Сымон цэлую ноч рыбачыў і нічога. Прафесіянал, супер рыбак. Яго праца такая, вельмі добрая была, і з гэтай працы жыў, вельмі добрая праца. Рыбу прадаваў і за гэта плаціў падаткі, быў на ўтрыманне сям'і. А тут Пётр, оказывается, ў даўгах, гэта рыба не бярэ ў яго, цэлую ноч працуе і нічога не мае, браты і сёстры. Глядзіць, уже вышел на берег, уже, можно сказать, сетки сполоскал, и туда бачить натовп, Иисус, заходить, не пытая на эту лодку, сядая, говорить, отплыви трохи, мне треба туда евангелизовать, я буду обвящать Слово Божие, сказал, буду навертать. Ну и Симон, может, не хотел или что скажешь, не выкинешь Пана Иисуса за борт. Добре, Пане Иисус, садись, поедем. Ну и Пан Иисус так проповедует это Божие Слово у разные способы. Ну и когда закончил проповедовать, говорит Симону, Симон, плыви трохи далей и закинь сетки. Ну какая была ж? Вы профессионалы в своей праце, кто-то вам сказал, не так вы виконуєте свою працу. Докладно не то я зробили. Что вы знаете? Я зараз зловлю вашу всю полностью теорию, что вас учили, сами как молодых кто-то працовник кисти приходит, как працевать, а старший говорит, мы тебе покажем, что то, что тебе учили в институте, здесь в университете, все это ничего не варто. И этому молодому человеку целый свет перед глазами ломится, по стоки науки, столько здобывания ведов, а оказывается, ее не применишь. У этой працы треба одного учиться. И тут то же самое приходит и Симону Петру, поглядите. А говорит, Пан Иисус, едем, а вы закиньте сетки. Симон Петр, Паня, я целую ночь працевал, я замучен, какие сетки? Я потом из новых высну их, из новых треба полоскать, из новых треба мыть. Это справа нелегкая, справа вельми тяжкая. А затем, Пане Иисус, ты бачишь, что мы працевали всю ночь. А зрештом, середок дня, як мы гэтыя сеткі закінем, то рыба убачыць сеткі, бо гэтыя сеткі былі абцяжаныя рознымі цяжаркамі. Рыба ж не дурная, в сетку не ўплыве, а падаве на круг. Ты гаворыш, каб мы рыбачылі ў дзень. Ніхто ў дзень не рыбачыць, толькі уночы, калі цямно, калі рыбы не бачаць нічога, менш дасцерагаюць, менш назіраюць. Тады мы можам выцягнуць. А ты нам гаворыш, ты вообще, Пане Иисус, тесляр, иди стругай себе там не ведь корточки. А ты пришел сюда, мне туда когда. Думаете, таких мыслей не было у святого Петра? Конечно же, что были такие мысли. И читание у нас, мы задаем такое питание, Пане Иисус, что ты хочешь, что ты мне сегодня в этом костеле скажешь? Я не маю часу молиться, я замученный. Пане Иисус, в этой молитве ничего мне не дает. Я за что столько молюся, а тут ничего не изменяется, и как еще было так само. Еще хочешь, все хочешь, Пане Иисус. И мы начинаем нарекать, а Пан Иисус говорит, нет. Не поддавайся, але зроби трошки іначе, чим ти привик. Зміни трошки своє міркування. Ну, трохи довірся Божому Слову, довірся тому, що можеш щось уже змінити. Бо ти тільки молишся для молитви, а ти повір, що це твоє Слово і не має текущую великую моць і силу, так, що можуть перемінити твоє життя, не тільки, а так само і твоїх близьких. І поглядим, що Симон Петр доверяется Пану Иисусу, закидая, может не он, а его супрацовники закидают сетку так, что вытягивают шмат рыбы, так, что човен тонет.
один, і човен тоне другі. Так што яны уже поза чаўном, а каб толькі ў чаўне была гэтая рыба, каб гэтую рыбу яксьці транспартаваць. О, великое счастье, Сымону Петрову улыбнулася. Шмат грошей хватило бы в этом фильме прыгожым абраныя захочвай, каб вы паглядзелі серыял на беларускай мове, есть две части, то наступныя две на расійскай мове і апошняя медлічана ператлумачана на расійскую мову, чым ператлумачана, напэўна, ёсць на польскай мове. Там прыгожа паказаны гэты пачатак, як пан Езус кліча, як Сымон Пётр радуецца, што наконец сплаціць даўгі, якія там мае вялікія даўгі. И вытягивая эту рыбу, вытянул наверх, а пан Езус говорит, оставь это, не надо нам это. Ну, только что сукцес, наибольший улов, який можно было отрымать. Пан Езус говорит, оставь на березе, пойдешь, будем ловить что-то больше, чем рыбы. Будем ловить такий сам способ людей. Будем закидать сетки. Сетки какие? Слово Божьего. Слово Божьего. И пан Езус так сапраўды нас закинул на нас сетку Слова Божьего. Хтосьці з нас поверыў, больш хтосьці з нас запутаўся ў гэтай сетцы, не ведае, як выплятацца, але гэта служыць для нашага добра, браты і сёстры. Гэтае Слово Божие, якое мы, можа, часамі не разумеем, можа, чытаем, можа, наше жыццё, якое мы таксама не можам яксьці сабе вытлумачыць, ніхто нам не можа вытлумачыць. Гэта і ёсць наша сетка, в якую нас Пан Бог запутаў. Как мы так лёгка не выдасталіся, бо гэтая, можа, свабода, якую мы атрымаем прыпадкова, альбо гэтае шчасце, якім мы просім, можа нам зашкодзіць, можа заблукаем, а выйдзем ад Пана Бога, можа нам у свеце будзе прыемна, але што як цяжка потом вярнуцца да Пана Бога, даверцеся мне, эта дорога вельмі, вельмі цяжкая. Так што трымаемся таго, што ў нас есть. Чи мы верым у гэтае Слово Божие, якое нам Бог дае? Яно сапраўды мае сілу і моц. У 20 стагоддзі, в 80-х годах в Америке не было телебачення так званого релігійного. Была там сестра Анжела, которая у кишени имела $200. За дозволом настоятельниц своих вышестоящих, были так само такие гроши нельзя было иметь, закупила за гэтыя гроши наитальшую видеокамеру, постановила у гараже у себе на подворку отшилить так званое первое, можно сказать, телевидение, або видео, гараж релігійний. До этого гаража запрошала шмат людей, вела розные размовы, это все записывала на кассеты видео. И потом гэтые видеокассеты раздавала, набиралась досвіду от этих людей, и так само выдала книжку. И в полный момент уже не хапала ни сродков, ничего не было. Люди бы готовы были бы что-нибудь сказать, поделиться, готовы привезти задарма, а не было за что купить кассетов. Ну и так, коли в этом уже без радости, без грошей, без ничего, без ни одного цента не меньше. А вот буду молиться. Уклінчила і почала молиться. Пане Боже, ось я тут создаю телебачення для тих людей, хто, бо шмат людей дійшло від костюла, а шмат людей сидять у телебаченні. І хочу, каб яны, може, просто телебачення випадково наткнулися і познали Пана Бога, і, може, захотіли змінити своє життя, може, хотіли зрозуміти свої помарки. Коли гэта, Пане Боже, має бути твоя справа, то дозволь, каб яна трывалася. А коли не, то так само покажи, что она має бути розвалена, каб я ведала, что не треба змагатися для этого, что это не згодно з твоєю волею. Минуло некалькі дзён до сестры Ангелі звоніць один человек. И с другой стороны мужик говорит: сестра, радость великая у меня, потому что мой сын, дякуючи сестре этой маленькой книжице, якую сестра написала, навернуўся, змяніў свое жыццё. Пришел до меня колись под уплывом этой книжки и говорит: тата, я заблукался в житті. Покажи мне дорогу до Пана Бога. Покажи мне дорогу до костела. Я хочу так само верить, так и ты веришь, и маешь веру. И батька с этой радости к этой сестре говорит: что хочете, вы говорите, может, маете якусь потребу, я вам не помогу. Сестра так ніби у жартах говорить: а, потребую там якісь $600 000, как открыть свою видеопрограмму на телебачении. Не ведала, что с другой стороны стоит человек, миллиардер. Не была свідома этого. На наступный день з'явилися при сестре розные машины с разными спrzętами, разными камерами, найlepszymi.
відеоінструментами, які були потрібні, оборудовали цілий покой для телебачення, і розпочалася відеотрансляція релігійного першого канала УСА, який триває по день десятий. Назва этого канала ВТН можна знайти на інтернеті. У годі 1987 сестра зрозуміла, що треба віщання релігійного програму зробити 24 годинного. І виступає у телебаченні і говорить: «Мої дорогі, от сьогоднішнього дня розпочинаємо віщання, надавання програму ТВ, чи телевізії 24 години на добу, на сутки, 7 дней на неделю. Закончится эта программа, перестанем передавать и надавать, коли будет конец света. Але, скажу вам так, что мы еще сдадим реляцию с конца света, а не закрыли телебачення. Это собрательное слово, яке она сказала. Не надаремно это слово были. Это слово были пророцкие. Бо в тем самом часе в одном из епископатов повстає радіо релігійне. На його виділяють кожний місяць $4000. Це радіо релігійне за кілька місяців провалюється. Не здає екзамен, пропадає. Так само повстає один з мільярдерів, який вкладає великі гроші, мільйони, як повстав його особистий канал. Шмат намаганняў, шмат наукаў, шмат добрых людей заангажоўвае, вываливая великие гроши. Некалькі гадоў спустя телебачення таксама разваливается. Телебачення ЭВТН можно открыть и глядеть по сегодняшний день. Сестра уже не жije, уже померла, да и по нему уже ее светло вечное. Але программа идет по сегодняшний день. Колись ее запытали, что з'является сукцесом того, что вам удалось вещать программу. Она говорит, сукцес только в одном, что я не маю грошей. А як я не маю грошей, то я молюся. А поскольку я грошей ніколи не маю, то я постоянно молюся. Это и есть сукцес вещания телебачення. Брати і сестри, та чим є сукцес нашого життя? Ми вельми часто шукаємо якоїсь асолоди, може, у грошах, правда і непотребне, бо без їх нічого б не було. Але може, як ми їх не ставили на перше місце, як це і не учинив у сьогоднішній Євангелії Петр, який оставил великую колькость грошей на веру. Можно было перелечить великую колькость грошей. Конечно, сказал своим супрацовникам, когда эту рыбу принесли и заплатили за его подарок, за его и за его семью, был это подарок был вельми великий. А сказал, грошей я это не хочу, нехай берите и користайтесь их сами. Просим, браты и сестры, капіми, так може, тиснулися до Ісуса Христа, а не тиснулися там шмат людей. Некоторые пришли, невеликая частка, как слухать Ісуса Христа, а другие пришли з цікавості. Jeszcze хтось там був, як отримати якоїсь оздоровлення і якийсь цуд. Але були там і люди припадкові, як Симон Петр, і може не один із нас, до кого Ісус Христос хоче вести, учовень нашого серця, як змінити, надати новий сенс нашего життя, как показать, что то, что ты робишь, это доброе, а не треба зробити трошки иначе. Амен. Вірувати на Бога, а й ця Бога. Всего вашего имя вашего, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, Святого Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца,
і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і яко владарству не буде конца. Веру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який зайця і сина походить, якому разом зайцом і сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю возвращения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Адорная надея вечного життя, узнесем наши молитвы до Бога и прагнем счастья у всех людей. Молимся за святый костел, чтобы он помешал людям надеяться избавления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто керує народами, щоб вони клопотілися об справедливому спокої і згоді у своїх державах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, яка удільничає у лекціях о релігії, щоб вона використала можливість легше познати Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто знаходиться у залежності від різних шкодних звичаїв, щоб вони знайшли у себе і у своєму окруженні сили, потрібні для супростояння древним впливам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей, чтобы ангелы-охотники оберегали их от усілякої небезпеки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, чтобы мы розпознали в Божьем Слове шлях до вирішення наших щоденних проблем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких, померлых, в особливый способ выручаем святой памяти. Таисию, как добрый, милосердный Бог, принял ее у молодарства, небесное тепло всем. Выслухай нас, Пане. Просим Тебя, Пане, выслухай наши просьбы и учени, как мы умели принять свою допомогу и дякую Тебе, нас Христа, Пана нашего. Аминь. Роздательных спевников номер 193. Молитесь, как мою и вашу я вяру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославление и хвалу имя Своего, а до самого на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, Ты створил хлеб и вино, как они отрывали наше земное житё. Учениками не стали для нас сакраментами, кидая житё вечное. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим у Бог серце. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна это и справедливо. Zapravdy hodná ta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, kaby za всюди i всюди Tobie składali podziaku. Panie Święty Ojcze Всемогутний Wieczny Boże, od Ciebie pochodzić все, что есть на свете, и по Твоим словам zmieniаются поры года, и подпорядковываются Ему в эти дивостные свет и все, что Его наполняет, как от Твоего имя люди пановали над всеми створениями и прославляли Тебе во всех справах, праз Христа Пана нашего, тому с всеми ангелами мы прославляем Тебе с радостью воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутний,
я хвали Твоей, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Благословленный Той, кто идет в имя Пана, благословленный Той, кто идет в имя Пана. Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery uziął kielich, znał Tobie падзяку składający, podał swoim uczniom, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаю смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominający śmierć i z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костюм Твой розсеяний по всім світі, удоскональ його в любові, разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу, и дозволим убачить святого обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Тобі, Божа Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана і хвала праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённого дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всякого злога. Дай
дай ласкаво супокою дни наши, допоможи нам милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийти Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosi, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierу Kościoła Twojego i будь łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a darить его supokоем i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z wami. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. У раздаденных спевниках номер 273. Шукаю слова Твоего, шукаю Твой, Пане мой, шукаю Твой каждый день. По Тебе тужит душа моя. Шукаю слова Твоего. Ты веди за собой, Иисус, вечер Твой. Ты веди за собой, Иисус. Ты веди за собой, Иисус, вечер Твой. Ты веди за собой, Иисус, за собой, Пане мой, ты веди каждый день.
Молимся. Miłosierny Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jedyny chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha. Prosimy Ciebie, dopomaży nam żyć tak, jak my zjednani u Chryście z radością służyli sprawie zbawienia światu wraz Chrysta Pana naszego. Amen. 10 lutego w poniedziałek wspominają świętую scholastyku Panną, a 11 w wtorek uspomina Najświętejszej Panny Maryi z Lourda, Suświetny Dzień Chorych. Podczas świętej mszy odbędzie namaszczenie chorych. 14 lutego u piątnicу święta świętego Kiryla Mnicha i Metodija biskupa, opiekunów Europy. Tak samo 14 lutego wspominają świętego Walentina, biskupa i muczennika. 15 lutego u sobotę wspominają błogosławionego Michała Sapoćka, świętara, spowiednika świętej siostry Faustyny, obraz którego znaходится u mnie po prawej stronie. У наступную третью неделю месяца, так званая неделя інвестиційна, ахвяри складення предназначаються на будову, за які я щиро дякую. У нашій парафії тривають пасторські навідування землі, czyli колядки. Записуватися можна у закристії. Кожний день в нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса у Найсвятейшем сакраменті від 14 до 19. Реколекції великопостные у нашей парафии отбудутся с 7 по 9 сакравика. Уже теперь запрошаю духовное практикование проведет ksiądz Александр Шарнасек. Дякуем за ахвярование на будову, за супольную индивидуальную молитву, за спев на праву литургичную, за прибирание каплицы и тем, кто дежурил. Помолимся за тих, хто на этом тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за віру з нагоди хресту, за її батьків і хресних, за усіх тих, хто приймає нас по колядних відвідинах. Так само на сторонці католик Пай можна знайти інформацію і поудельничать у юбілейному конкурсі. Там є 3 категорії. Перша від 7 до 11 лет, другая от 12 до 17 лет и третья категория от 18 аж до доски гробовой, я желаю, что до смерти можно участвовать. Кто жадает спробовать свои махчимости, коли ласка, запрошаю. Там больше докладно показана информации. Вельми короткие урывки, які треба почитати, так само там зазначені. Читати треба було би з нового видання Святого Писания 2017 года, перетлумачена на белорусскую мову, такая Библия с червоной окладкой, как вы помните, чему. Это вельми важно, вот там питание будет уже для дорослых.
больш такія шчагловыя, больш дакладныя, вядома, для дзяцей там і образныя будуць праўдападобна, а для уже дарослых людзей, которые трошкі маюць сваё меркаванне, каб жа знаць, якія ёсць розныя шчаглы. Будзе 3 этапы гэтага конкурса. Першы этап это парафіяльны этап, які будзе адбывацца 29-30 сакавіка. Другі этап это дэканальны. Мінск мае 2 дэканаты, наша дэканата там належыць 11 парафій. Затым і трэці этап это уже этап дыяцэзіяльны, але таксама міждыяцэзіяльны, чылі беларускі, дзе выдзеліцца пераможца Святого Пісання, чылі вучыць Святое Пісанне не для таго, каб ім жыць, але каб ведаць так. Тут так дакладна паказана. Але гэтым самым, калі мы вучым, там таксама вучымся гэтым Святым Пісаннем жыць. Захочу і, калі ласка, на старонцы каторы пай, і таксама запісвацца трэба ў меню закрысты, каб правесці першы этап. Трэба таксама збіраць людзей, каб гэты этап адбыўся. Мне якраз у гэтым часе не будзе, я кагосьці найду, хто гэтыя пытанні вам раздасць, якія там прышлюць, каб можна было сустрэцца і разам адказаць і выслаць іх на хто перамог у нашай парафіі на наступны этап. Помолимся за добродею хверодавців нашей парафії, так само нової добродею будівництва санктуарія Божої милосердності, і за нас доручаючи кожного поособку опіці Матері Божої Ружанцової Твоєї оборони Антоновича. Заради наших потребах, не поважай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас появляй, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Дякую, что вы приходите, чтобы привить Божие благословение, нехай на вас наполнится правдной радостью и с упокоем. Все будет добре, аж до скончания свята, а там еще лепше. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану. Святий Архангеле Михайле. Бережи нас у змаганні, будь самообороною, супроть спокуси і пастор Злого Духа. Покорно просим, нехай я познішить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и ищи злых духов, якие нас губы душу мою спасите. Аминь. Номер 159. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, давайте Ему. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, давайте Ему. Перед Христом Он нас добрый, и Он нас сотворил. Все мы Его дети, все мы Его раса. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, давайте Ему. Прославляйте Пана Бога, все народы, свои справы и молитвы, давайте Ему. Судять нас у храму в окоте, спевайте Богу гимны, благословите Его имя, молите Пана все дня.